Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. В романе «Триумфальная арка» написал: «Человек не подозревает, как много он способен забыть. Это и великое благо, и страшное зло». Мы порой забываем о своих корнях, о своих предках, не всегда хотим знать историю и людей, которые ее создавали. Имя Серафимы Икаевой в свое время гремело не только на всю республику. Талантливую актрису знали в стране. Образы, которые создавала Икаева, остались надолго в памяти благодарного зрителя. Именно она вместе с коллегами создавали и развивали наш осетинский театр. Сегодня в своем кругу собрались ее родные, друзья, коллеги, чтобы отдать дань памяти выдающейся актрисе и любимому родному человеку. Kalmakına fettay, temir sapfalı düştüfol. Mana rıgay kutfiye şafta, mana. Koşka kanam, koşka kasıkış. Bunu üçü de fallatlar şvaz. Bir açıfa kuşlardan da ramarmıştı. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Ну, эту программу мы приурочили к круглой дате, 110 лет со дня рождения Серафимы Икаевой. Родилась она в Алагирском ущелье, даже была в то время звездой художественной самодеятельности Алагирского района. Мадина, наверное, давайте с вас начнем. Что это была за художественная самодеятельность? Чем она занималась? Это была сразу гармошка? Я не думаю, что это была сразу гармошка, потому что гармошка всю жизнь была ее хобби, любимым, но хобби. Как я помню из рассказов бабушки, отца моего, это был театральный кружок в Алагирском районе. Да. И их там было, она была, естественно, не одна, их там было несколько человек. И несмотря на то, что на тот момент Серафима Георгиевна уже была замужем, у нее уже было 2 маленьких детей, мой отец и его младший брат. Она все-таки приняла для себя такое решение перейти из самодеятельности, уйти в актерство как в профессию, да, профессионально этим заниматься. И вот таким образом началась ее уже профессиональная карьера. В одном из интервью с Володей Дудеевым, она, значит, сказала, рассказывала эту историю. Она говорила, что в доме не было никаких богатств. Вот единственное их богатство – это были музыкальные инструменты. Это была скрипка, гитара, гармошка. И отец был музыкантом. Ну, он на скрипке играл. Мой отец. Нет, ее Серафимы. Отец. Да. Семья, в принципе, была очень музыкальная, артистичная. У бабули, у Серафимы Георгиевны был родной брат Соломон Георгиевич. Он тоже был очень музыкальный, он играл на нескольких музыкальных инструментах. То есть в семье это считалось как нормой владеть какими-то музыкальными инструментами. И, они были очень музыкальными и артистичными. Творческая семья. Да. Но она любила футбол. Она любила больше футбола, она любила хоккей, честно говоря. Даже хоккей. Она всегда смотрела, вот когда это еще во времена Советского Союза, я помню, она всегда смотрела все матчи и сборной, и она очень за ЦСКА болела, я это тоже очень хорошо помню. И это было для нее вот прям очень важный момент. Она ни один матч, наверное, по телевидению, по крайней мере, не пропустила. Большой спорт. Большой спорт, да. Я тоже люблю большой спорт, правда? Кстати, да. И хоккей люблю большой, и футбол. И тем более, я не знаю, Алла, была ты тогда с нами или нет, когда вот Третьяк играл, когда с чехами играли в Москве, когда мы учились. Я была тогда вот.
Это, вот тогда я заболела. Тогда. увлечение. Так что мне приятно это слышать, что Серафима Георгиевна, для меня это открытие. Да, Да. Ну вот все-таки, насколько мне известно, мама ее настаивала, чтобы она играла на гармошке, а она не хотела, значит, здесь футбол или хоккей. И какое-то мероприятие, она выезжает на свадьбу, слышит осетинскую мелодию, влюбляется в эту мелодию, влюбляется в инструмент, в осетинскую гармошку. И с этого времени, с этого периода, значит, она вот стала изучать, учить, сочинять, наверное. Я предлагаю эту мелодию сейчас послушать. Она у нас есть. Ту мелодию, в которую она влюбилась. Что за мелодия? Это Паша, логическая да. мелодия называется. Да. Паша и Фандуна, Шалимат. Эту песню пела, да. А, вы ее Да, пели? Шалимат. Да, я играла и пела. То, что и играла изначально Серафима Георгиевна, да, вот преемственность, видите, через года, через десятилетия, Она поэтому, играла на наверное, Шалимат. А, мы попозже поговорим. Тамара, вы сейчас вспоминали, так за кадром говорили, что это был прямой эфир тогда, да, что она очень серьезно себя... Скованно. Это снималось на телевидении, на горке. Там совершенно крохотульно. Вот мы приехали, то же самое. Вот. И мы даже там спектакли же играли. Сколько спектаклей. В маленькой студии? В маленькой из этой студии мы играли все. Вот театр, я имею в виду, театр играл свои спектакли. мы даже ревизор. Потом, когда заимели вот более совершенный, по-моему, вот этот ПТС, вот передвижной стал, вот тогда стали к нам приезжать в театр и уже снимать. Поэтому, да, я представляю, как ей сказали, мотор, это все, и она вот... Замерла. И на нее это, чтобы у нее, не, вот, вы знаете, ее вот, мимика, ее вот эта неподражаемая мимика, эти ее глаза озорные, взгляд даже уже в возрасте, вот а то, что она была вся, инженю, кокет, и всем плуа прошла, да, жанровые. Ну вот, хорошо она играла в своем селе, в этом возрасте, она была очень востребованной гармонисткой, да? Гармошкой, в принципе, многие владели. Но гармошкой владеть – это одно, а вот как ее преподносить – это другое. Ну, у Серафимы почерк, Серафимы Георгиевны – это вообще, по-моему, это одно то, что мы вот видели, когда мы бывали вот в массе, да, когда мы приехали, помнишь, Пашей Нет, Дуочензахшевы, пардон, извините, да. Нас же в массу ввели, вот курс нас ввели, особенно девочек. Вот, нужна была молодежь. Вот для чего мы приехали? Уже подспорье, да, молодые лица, свежесть какая-то, все. И вот мы, конечно, это вот, мы только вот смотрели и ждали. Я не знаю как, но, по-моему, вот Алла мне не даст неправду сказать. Ну, что такого особенного было? Вы знаете как, вот сейчас это вот уже много лет слово витает харизма, тогда говорили энергетика, но это энергетика и есть. Вот это то, что дается не каждому, даже талантливому человеку, а особенно... Она очень яркая была. Она настолько яркая была, вот при нас она мало уже играла, практически в одном спектакле. Но когда смотришь ее послужной список,
Когда ты видишь, что в 5 или в 4 дипломных спектаклях все, значит, и Гальдони там, да, и Бомарше там, и Мольер, и Платон Кречет, Корнейчука, и что она везде играет главные роли, да, ярко выраженная характерная актриса. Я так думаю, что вот из тех, кто приехал, вот кого мы застали, вот, да, такой ярко-характерной именно из тех, кто приехал со студии, из ГИТИСа. Потому что Уже они не было таких такой после? ярко выраженной, острой, вот такой вот, ну, небольшого роста, да, вот выходит на сцену. Я ее видела сейчас скажу, 12-й ночи я ее видела. И еще вот я была тогда подростком, ходила в театр, конечно, со своей родней. И, конечно, потрясла она меня. Я к комедии тогда особо не была расположена, как бы я больше любила драмы, трагедии. Но я ее, когда увидела вот в 2 свадьбах, ну все, это что-то. Это столько обаяния, это море обаяния, это шлейф просто, шлейф. Она, когда появлялась на сцене, талантливые актеры, Саламов рядом, все, да, и она становилась все, вот такой вот, знаете, вот яркий вот луч, вот такой еще ярче. Она еще больше озаряла вот эту вот сцену. И все подтягивались, все моментально. Эти глазки, это все. Масаман, вот это ками, и вот говорит, а вторым планом калмакна фетат, ками кам, а ищет его, и вот это вот, понимаете как, это школа, это раз, это природа. Первичная это природа, плюс школа хорошая, это два. И, конечно, на фоне ее, как вот, да, вот на фоне этой плеяды очень многое взяли актеры, которые потом уже в этой студии в Осетинской находились, но мы еще поговорим. Давайте тогда посмотрим фрагмент из Да. «2 свадеб». Ну, давайте посмотрим. Bira çifa kuşlardan da ramarmıştı. وسه شهر زینجرم سفاسیش من ایشام کنه وردون شاس پاشی بدن مالک سجاغاج و اینال جونه Huda ta huda kalmak. Demiş ki şu daga yitu var defin. برگه فلا نای Ama kalmak. А ну тебе. А фомбаргоу. راشق شافونو شهر زین شهر نسای نمک هم تای چی بامردا شوی تماسوه راوا شهر زین Na na راوا شهر na زین na na na. نمبدله Na явдали. After the Neman Hashkan, my ability at the Horta. The fish motor may do let the cohotai. دولتنا فلا تشوليتا Mana al dino. Mana do Jack Bahaston. Some did the Jadul Long on the Hashta. اي كاسايت سلاشش Ma Horta Horjarin. Ma Dunya Rush. Manara Gashta Duletta. موالف شركت فارينك ايتا مجردي دينك خدتون هم يويت خير عكور مقابتن ود مدروال يلشتك انكت الخسد ودا mana kanaf dash khanjlashka. Kanaf dash. هاي خنجلك دنيش كرتون وارشكون دكتر يوتشش Amanır skotton, skotton. المجرد منات سوشة مفاسي Sauna nam. ساونا Господа. Это тексты, да, какие? Я знаете, как вот текст, как многое все значит, драматургия. Когда такой тандем пишет, да, как драматург и режиссер, да, это же, видно, писали, это же Саламов и Бритаева написали, да? Да. Да. Зарифа? Да, Зарифа и Буздуховна, Бритаева и Саламов. И Саламов с его юмором, конечно, который мы все знаем, да, с его вообще таким всеядием вот жизненных таких ситуаций, коллизий. Конечно, вы представляете, какой вот плод. И режиссура. Да, и еще попадание такое актерское. Вот этот спектакль, ему уже очень много лет, очень. Мы его когда, да, он при нас игрался. Ее пригласили же обратно. Ее, в общем-то, этот спектакль не снимали, когда их ушли.
Я вот подсчитала, когда перед уходом, 61 год ей был, когда 35 лет всего они прослужили, вот те, кто выпускники именно ГИТИСа, которые... Нет, ну Балаев-то долго остался, все так, но вот 35 лет она прослужила на сцене. А что такое 35 Это лет? мало? Это или... мало, я считаю, для таких. Для да. актрисы. Ну, видите, говорят, что это для нас, вот тогда якобы в нашей студии места нужны были. А мне кажется, что это, ну, сейчас это не тема для разговора. Это все-таки... Но хочется об этом тоже чуть ну, позже это поговорить. Вот вы не говорите, сейчас, нет. извините, я Да, вас да. перебью. Вот вы говорите, что же было в них такого, что мы с благоговением на них смотрели. А зрители цитировали потом. Конечно. Вы знаете, вот лично для меня, что это, во-первых, актеры были, вот как я зритель, я вообще-то никогда не мечтала стать актрисой, но Вы говорите. для меня актеры были не из мира сего люди, понимаете? Вдруг я уезжаю в ГИТИС, и вдруг я приезжаю в театр, и рядом с Серафимой Икаевой, куда я захожу и рядом с ней сажусь, и для меня это такое удовольствие сидеть рядом с ней в массе. Вы не представляете, что это было. То есть мы застали театр, мы застали этих людей, мы застали этих актеров, перед которыми... Это было, я вам передать даже не могу. Мы громко не смели перед ними даже разговаривать. Однажды я посмела, я не сделала грим на 2 свадьбы. Мама посмотрела на меня и говорит: девочка, почему ты без грима вышла? Я бегом побежала и сделала себе грим. Потому что я всегда садилась рядом с ней в 2 свадьбах. Я считала, это за честь, что я сижу рядом с ней. Маусов – это гармошка, когда она начинала играть. Стягивать. Ух, это было что-то. Это было... Я вам даже передать не могу, какие чувства вот наполняли вот человека. И вот сейчас вот... Не потому, что, видимо, вот это поколение наше еще, которое застало советскую власть, мы уже не дети пепси-колы были, понимаете? А вот мы как-то по-другому относились ко всему. И для нас вот люди вот эти, и основоположники, мы же к ним относились как к основоположникам Осетинского театра, куда мы пришли, где мы становимся людьми, человеками, личностями. А они для нас примеры подражания своим отношением, сохранившими традиции Осетинского театра, и у кого мы должны учиться. И вот сейчас Тамара напомнила вот то, что якобы мы потом скажем, вот этот момент тоже. И когда я поднялась к директору и сказала: не смейте, у кого мы будем учиться мастерству. Понимаете, и когда их вернули, ну, это уже были обиженные люди. Не все. Понимаете? Ну, дело не в этом. Вот я не знаю, как другие, но я, например, для меня актеры были вот какие-то не из мира сего люди. Не, ну, особенно вот эти, вот основоположники. Попробуй, скажи неправильно слово на сцене. У Цаликова дергается уже это щека. Понимаете, вот как они относились, и вот как они нас учили, вот как относиться к театру, к искусству, как любить этот театр. Это не громкие слова, это я вам говорю сейчас свои ощущения, то, что у меня было тогда. А что вас в большей степени, ну, скажем так, восхищало в Серафиме, чему вы хотели научиться у нее, что для себя вот взять? Вот я же и говорю, во-первых, мастерство. Я-то, в общем-то, иду как характерная актриса. Значит, я должна у нее учиться, наблюдать, как она работает. Понимаете?
и не копировать ее, Вот, да. а брать у нее вот ее отношения, ее видение, как бы она это делала, как бы я это воспринимаю, как это мне кажется, вот это как надо делать, да? Вот если бы я, например, играла Газугаш, я бы, наверное, была другая. Но то, что мне больше всего в ней нравилось, вот сцена, можешь быть некрасивой, можешь быть, но вот это обаяние, вот эта энергетика, которую она заражает зрителя, вот что. А это в ней было. Ну, это доминанта. Понимаете? Вот эта энергетика и обаяние ее. И плюс мастерство. Да. Обидно, когда человек имеет все эти качества, и потом, ну, так получается в жизни, да, мы подходим к какому-то определенному возрасту, и мы остаемся дома. Я общалась с Володей Дудиевым, ну, потому что он брал у него интервью, большое, хорошее интервью, и он сказал такую фразу. Он сегодня уже не работает на телевидении по состоянию здоровья, и он сказал такую фразу. Ирочка, ты представляешь, я на телевидении 55 лет. Это же ужас. А потом, значит, он добавил, а как будто ничего и не было. Это так и есть. Что остается потом? Вот Это так и есть, да. после этого триумфа, аплодисментов, какой-то идет такой вот спад, да, наверное, в творческой жизни актера. Это называется кризис актерский. Что делать с этим кризисом? И у Серафима он был? Был по-своему, был. Вот я сейчас скажу одну вещь, вернее, один эпизод. Зая Хапсаева, я не помню, что мы репетировали, она говорит, ну, Заю Хапсаеву нужно было знать, со свойственной у ее, это она. Слушай, Юмор. Мне Серафим опять звонила, я говорю, что такое? Она говорит, слушай, ну я понимаю, она бедная одна, мою коне... Вот ты представляешь, а что будет с нами? Томка, мы в буфете сидели, я говорю, а что такое? Она говорит, а что будет с нами? Вот когда мы тоже вот так вот без работы, вот нас не будут занимать, бедная, она вот звонит, я ей каждый раз вот рассказываю, она спрашивает, что в театре? И я поняла, я Шармена Хашта, она не звонила в театр. Понимаете, в чем дело? Она Зая Хапсаева соседка была, она через нее узнавала. Я хочу сказать, этот творческий кризис, он наступает. И каждый его, вот, уже вот когда мы видим, как и наши актеры, вот о ком мы говорим, уходили, каждый уходил по-своему, по-разному. В смысле, уходил из театра, но по-своему переживал. Но я не помню, чтобы кто-то из них, вот, с кем соприкасалась я вот так вот в театре, чтобы кто-то пришел и возмущался. Я такого не помню. Даже вот обидно, их приглашали. Серафиму пригласили, когда Георгиевну. Вначале их как бы вот, ну, проводили вот красиво на пенсию. Ну, красиво провожали, наверное, да. До нас якобы проводили, а потом, значит, какие-то спектакли, вот 2 свадьбы, он был в репертуаре, значит, она должна была играть. Вот, понимаете, как вот, да. И никогда, я вот сколько, даже когда она входила в театр, она всегда, я поняла, что это сильная, волевая женщина была. Не зря она директором театра была, понимаете как? Не зря она была в свое время, это сейчас мы так смотрим, депутатом, партийным боссом театра, она очень профсоюзы, она через все это прошла. При всем том, что это талантливая, но это крепкая, очень целеустремленная. И она, видите, как вот, это удивительно. Заходила, вот она появлялась на пороге, или вот ее встретишь и открываешь ей дверь. Она уже с улыбкой шла к театру, понимаете, как с улыбкой. Я никогда не видела. Вот или слушает кого-то, кто-то что-то говорит. А ее один смех чего стоил? Заходишь в театр, и вдруг где-то слышен ее этот неповторимый смех. И вот, вы знаете, все это память сейчас как бы вот... Вот вы когда сказали, вот позвонили, да, я тоже вот так в себе вдруг память откуда-то вытаскивает то, что, допустим, даже 40 лет и не вспоминаешь. Но это не только с ними связано. Вообще в жизни. Вот я себя ловлю, я даже своим детям говорю, представляете, я говорю, я вспоминаю такие вещи, которые я даже... Или когда мне говорят, Тома, ты не помнишь? Я говорю, нет. А что-то вообще выпадает.
Что большое можно забыть, а нюансы актеры вспомнить. все выпускаются. Как вообще любой актер, значит, это потом клише бывает. Героиня, лирическая героиня, драматическая или там это уже человек растет. Характерными актерами все выпускаются, потому что все выпускаются, все учатся характеру. Характеру героини, характеру это острохарактерная актриса. Я вот... Понимаете, можно сказать о Варваре Каргиновой, конечно, это будет отдельно. Тоже как бы диапазон у них широкий был, у этих актрис. Они охватили. Вот Серафима, да, вот я же говорю, вот казалось бы, да, и посмотрите. Да, она не играла больших трагедийных работ, у нее не было. Понимаете? Но то, что она играла драматические роли, да, и Дуа Хоина, вот говорят, играла. Да. И об этом писали. Раньше они даже писали друг о друге какие-то маленькие эссе. Вот Коряева, та же Серафима Икаева. Друг о друге. Они маленькие такие вот книжки издавали. Вот. О творчестве друг друга. Представляете? Вот, без всяких этих вот как бы обид, наверное, или что это было. Это же тоже вообще потрясающе было. Серафима Георгиевна очень для меня, вот я знаю, что она в театре, она вот для поколений оставила огромнейший след. Дуа Чинзахша выдарваться и фаштане вартает, Ирон театр. Песню Софьи тоже бы, наверное, Остинский театр не возвращался 3 раза, да? Второй раз это вот мы были, когда мы приехали, 73-й год это был. И, кстати, вот я играла тоже 2 роли, которые Корничука, вот и через столько лет. Вот тогда она мне передала через Цехиева, постановку, наш режиссер, который поставил, она передала мне тогда, наверное, она с ним, я так поняла, созванивалась, да, и свои пожелания мне передала. А вот Шалимат, да, это в этом, как называется... Пашаев Андона. Потом песня Софьи, да, Шафиат. Вот я тоже Шафиат играла. Вот последняя Шафиат вот тоже. У творческого человека, настоящего профессионала, в общем-то, не бывает простоев. Если он даже на сцену не выходит, он находит уже какую-то вот, чтобы себя реализовывать где-то. И вот это в ней было, знаете что? Она передавала вот молодому поколению вот слово, речь. Я с ней занималась. Как надо говорить на сцене. Да. Вот, пожалуйста, вот она была, училась, да? Да, да. Она же вам преподавала вот, сценическую речь. Да. Вот, Мы Серафиму Георгиевну застали уже, ну, как бы не работающей в театре. Но нам еще посчастливилось, и она нам преподавала сценическую речь. И вот со своей однокурсницей Засоховой Ириной, да, мы приходили к ним домой. Вот на ЦУМе, да? На Коцоево. Да, на Коцоево они жили. Вот, кстати, меня она назвала персилкой. Я была вот волнистый волос, у меня был как у того парня, на которого я обратила внимание. Да, она меня назвала персилка рыбасата. Персилша. Да, и вот мы с Ирой приходили домой, там помогали что-то делать, все, ну, семья там была, все это понятно. И вот навещали. Да, просто Купали ее, как она вас позвала? Да, мы ее купали, да. Ну, не потому, что за ней не ухаживали, что, по-моему, в отъезде, да. Вот, по-моему, в отъезде кто-то был. Я просто не знаю, чья-то дочь. Мы жили да. вместе, да. Да. Вот, никого тогда дома не было. И вот мы ее скупали. Я извиняюсь, вот гладили ее, вот огромный такой чехол, да, вот. И я его даже на голову одела. Мама Шармнафта на картку. Вот. Ири, вот я, это была вот какой я ее застала, да, это была вот такая вот комфортная, маленькая, пушистая, добрая, вот на самом деле вот море обаяния, маленькая, уютная женщина, гостеприимная. Вот открыла нам дверь, вот как сейчас помню, и вот сразу улыбка на лице. Ири, значит, видимо, на жардеса моя алхата. Ну, конечно, вы же дети для нее. Ирен Рахашта Фандер, Ирон Фандер. Я ходок саусахта. Скажи, как ее сказать. Да, и она Хаса Фандер Махаш, Дахисан Маяхаш.
Ну, мы молодые, естественно. Ира играла. А Ира играла, да. Ну, Ира на Маховну в Шармате. А мне я была более такая, я смотрю, из чеканки, значит, тарелочка вот такая круглая. Вот то, что папа твой. Да, видимо, тогда мы не знали, что это. И все ее образы. Но папа тоже талантливый художник, да? Надо сказать, что в творчестве очень тоже. творческий. Да, и вот эту тарелку Сауда Жардама, я говорю, на ажагам на Сау, ахаши, катапауды, ахаш, в общем, Она Всё понимала, отдавала. всё да, отдавала. все бедно, да, вот, ну, Мы вот тоже очень. были у нее, да. Да. Да, жалко, тогда она не знала, что ты еще будешь играть те роли, которые она... И... Да, я вот в 2 свадьбах работала, правда, у меня, я в массе там была, ну, масса такая была живая, мы и танцевали, и кушали, и все. Вот, и Шалима, да, естественно, Шалима, Пашей Фандун. Спасибо. Да, и шалфетку. Да, и шалфетку. И шалфетку, да, работа. И, кстати, шалфетка одна из самых ярких вот и последнего спектакля. Это работа, надо, правда, актеру говорить, когда он заслуживает. Да, Это а по поводу нелегкая кризиса, работа. я извиняюсь, а по поводу актерского кризиса я хочу сказать, вот мы и Томе, и Али, я хочу сказать, мы с вами, мы все временные люди на земле. Во всяком случае, пока я жива, и все остальные, и ваши родные, ну, мы будем легко это переживать. И Потому кризис что мы все ролей. вместе. Потому что мы все вместе, мы все. А разве кто-то плачется? Нет, никто не плачется. Я хочу, чтобы мы все это... Главное, что останется после нас. Вот что главное. Вот это, нет, это главное. Да. Но кризис каждый переживает свой творческий, на то и творчество. Творчество как и дает эти аплодисменты, восхищение, это все, эти работы. Сегодня ты королева, завтра ты там, я не знаю, кушать подано и все прочее. Когда ты проходишь через это все, понимаете, и каждый должен, наверное, пережить, осмыслить по-своему. И каждый переживает по-своему. Большие актеры все тоже точно так же. Эта профессия, она вот располагает. Я уже даже с этим свыклась, с этой Смирилась. мыслью. Вы знаете, да. А вы бы, вот она- учитывая эти все Нюансы, моменты, да, вы бы посоветовали своим родным, кому-то из, не знаю, только начинающим свою там карьеру, жизнь, пойти по профессии актрисы? Это сложная профессия. Вообще актерство, если так, как в народе говорят, понимаете, лицедейство – это сложная профессия. Насколько это легко кажется, и так и должно казаться, когда сидит зритель по ту сторону рампы, и он думает, о, как хорошо, да, как я бы тоже... Вот это я бы тоже, ну, видите, вот это и есть та Чехов серединка, однажды да. сказал, Это нет, это, когда по-моему, они читали пьесу, и что-то в этом «Три сестры» Амхате, это было, «Три да. сестры», и там, в общем, не согласны. Ну, бывает же, вот они, каждый свое мнение высказывает, и Чехов был очень воспитанный, такой интеллигентный, из попов, как говорила Раневская, и... Он их слушал спокойно, спокойно, а потом ему этот говорит Станиславский, Немирович Данченко ему говорит, ну что, вы не обижайтесь, это же актеры. И Чехов говорит, удивительные люди эти актеры. А вообще люди ли они? У Чехова много высказываний по поводу по поводу нашей профессии. Понимаете? Да. Вот, то есть эта профессия, она какая-то... Грешники, проживаем чужие жизни. Вот вы понимаете, вот не всем, вот допустим, вот возьмем вот любую роль, да? Вот вышла на сцену, допустим, женщина, да? А ведет себя, вот, а в жизни она такая вот, не всякий сможет это сделать, понимаете? Вот выйти на сцену и сыграть другого человека, как ты его видишь, и как бы ты хотела, и взять еще зрителя, понимаете? Это очень трудно. А когда говорят, ну, это обыватель, я вот это никогда не понимаете? слышала, Я говорю, не а ты знаю. выйди и сделай. Вы знаете, я вот общалась, когда и с Еленой Степановной, более вот так близко, да, и это... Я никогда не слышала вот от актрис, с кем я так общалась, и с Бекузаровой, что зачем я... Вот это сожаление Да, такое не было? искреннее. Нет.
профессию. Я видела муки. Я знала, как Елена Степановна переживала, достойно, красиво. Серафима Георгиевна тоже. На улыбке, достойно, красиво. Когда ее позвали нам речь, мы приехали преподавать. Я занималась меня прикрепили к Мирденову. Ну, наверное, не совсем что-то комфортно было как-то с Юриком Булачем, прекрасный педагог и все. И, значит, и тут появилась Серафима, значит, Георгиевна, ее пригласили. И тогда Хугаев меня вызвал и говорит, переходи к Серафиме Георгиевне. Да, и вот это я никогда не... Я же, по-моему, рассказывала. Эти ножки... Она даже к нам в ГИТИС Вот ее так, эти ножки приезжала, она тут. проверяла вот это произношение наше. Она у нас поработала где-то на первом курсе, где-то месяц она у нас была. Наверное, я не была тогда, не училась. Тебя не было тогда. И я помню, как она нас проверяла, спрашивала, кто, откуда, вот эти. И вот она с нами занималась. С нами русская занималась, но она что понимает в осетинской речи? И вот ее уроки были да, очень пока на хорошие. педагога не представили. Месяц она у нас была. Нелли, вот вы сейчас сказали о том, что актер проживает чужую жизнь чаще всего. Не знаю, успевает ли он прожить свою жизнь? И вот мне интересно у внучки спросить, успевала ли она, какой она была бабушкой, что вы помните из своих каких-то воспоминаний? Бабушка, она была классической, хорошей бабушкой. То есть ее хватало, ну, на тот момент, конечно, когда я появилась на свет, когда я была ребенком, бабушка уже так в театре не работала. Вот я как раз очень отчетливо помню гостей, визиты коллег бабулиных домой, когда они занимались вот в зале, все как бы вокруг жизнь прекращалась, потому что бабуля занималась сценической речью, да, дикция, сценическая речь, я помню, это было, и тут я, будучи ребенком, это все наблюдала. В этот момент она, конечно, была тогда в своей профессии, а в остальное время это была вот, ну, то есть ничего из того, что не делает обыкновенная бабушка, также любила своих внуков, она очень любила всех своих внуков, тем более, что кто-то из ее внуков, так получилось, вот дочка младшего, ее сына, они жили всей семьей, они в Москве жили, она их редко видела, очень скучала. И, конечно, какие-то следы профессии были заметны в ее каких-то моментах при воспитании, при нашем воспитании. Да, вот было, она вас учила, не знаю, технике речи. Нет, техники речи она нас не учила, хотя нет. Выразительным чтением. Да, это да. Да, вот мне кажется, может ваша подруга присоединиться. Да, потому что вот мы как раз вот это, мы уже в школе учились, и надо было изучать, там, учить наизусть стихи какие-то, там у нас были всякие постановки в школе, и вот она нас брала, и, естественно, как занимались это было, репетитором. Да, Ничего, ну, как это было, мы часто приходили домой к ним после школы, и, в принципе, тогда мы в школе не изучали осетинский язык, и вот Серафима Георгиевна решила, наверное, этот пробел восполнить в нашем образовании. Мадина удачно прикинулась совсем необучаемой, поэтому пришлось в основном отдаваться мне. Да, ну и вот она нас учила, в основном это были детские там стихи какие-то, в основном Коста. Но их не просто надо было выучить, нужно было выучить, прям нужно было были, с таким вот выходом из-за занавески, таким вот красивым. У нас была сцена, Да, импровизированная нужно сцена. было сначала Да. представить автора стихотворения, и только потом его продекламировать. Ну, возможно, это какие-то вот тоже и уроки актерского мастерства она нам давала таким образом. Но даже вот какие-то моменты, связанные просто с воспитанием, она это все всегда преподносила аллегорично. То есть это не было просто там, пойди, сделай вот, вытри пол там, образом. Ага. То есть это всегда этому предшествовала обязательно там история какая-то, какой-то случай из жизни кого-то или там, в общем... Да, это все. И я, будучи ребенком, должна признать, я не всегда понимала, к чему это все рассказывается. Да. И только потом, что требуется. То есть долгая какая-то вот предисловие долгое, и только потом вот уже, ну, все было, она, конечно, была актриса в жизни. То есть это ну, ты такой человек. Это не потому, что профессия на тебе оставляет отпечаток. Ты рожден вот с такой любовью к лицедейству. Это в хорошем смысле, это в каждый день, в каждом твоем каком-то жесте это везде проявляется, потому что там зритель профессиональный, который купил билет, здесь зритель это твои родственники, твои близкие, но она всегда как помнила, что она
актриса, конечно. Но вы не в творчестве, Мадина. Нет, она пыталась долгое время, меня, сначала гармошкой. Я все-таки ушла в фортепиано. Так. С гармошкой не вышла. До сих пор у нас дома вот эта гармошка, кстати, на которой сейчас она у нас дома лежит. А потом как-то у меня был период, что я вот очень была зараженная вот актерством. Я помню, там еще тогда... Я не помню, что это было за мероприятие, но вот у нас были коллеги ее из театра в гостях. Я Бибу очень отчетливо запомнила тогда. И она мне говорит, скажи всем, кем ты будешь, когда ты вырастешь. Я говорю, народная артистка СССР. У вас есть еще сестра. Наталья, это самая старшая внучка Серафимы Георгиевны, но она живет, она замуж вышла за... Тогда они были однокурсниками, они вместе учились в Академии Гнесинской, они уехали, они живут в Сербии. Бывает, конечно, периодически здесь. Это вот ее старшая внучка. Сейчас остались только внучки у Серафимы Георгиевны. Вот Олечка, она в Москве, и я здесь. Я предлагаю тогда сейчас привет от Натальи услышать. Внимание на экран. Я очень люблю вспоминать о моей бабуле. Она у нас была красавица. Голубые глаза, кожа белая, как мрамор, статуэтка. Когда я родилась, она еще была совсем молодая. И уже бабушка играла роли девушек. Сильно обрадовалась, очень обрадовалась, когда ей сообщили о моем рождении, и бежала в театр сообщить всем. Говорит, была растрепанная и кричала, я бабушка. Вот. Приходила со спектакля вечером, будила меня, чтобы поиграться со мной. Родители ругались, но бесполезно. И любила я с ней ходить по улице. Ее останавливали, расспрашивали. Просто вот все время желали ей что-то, вслед поворачивались люди. Как будто молились. Она была очень популярная. Ну, она же была звезда. Могла остаться в Москве, работать в Амхате, нет, в Вахтангове, извиняюсь, но решила все-таки возвращаться в Осетию, открывать национальный театр со своими молодыми коллегами. В гостях у нас здесь была Терешкова. У нас, там, у вас. Валентина, и вот они постоянно были вместе, это были выступления, концерты. Однажды я подошла и обращаюсь, бабуля, она говорит, Терешкова, не говори, не называй ее бабушка, посмотри, какая она молодая. У нас с ней, конечно, была очень какая-то особенная связь, вот, первая внучка, может быть, поэтому. И я очень тосковала, когда уехала, и она тоже писала мне письма. Но мне очень приятно, что вообще о ней вспоминают. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было и дальше, чтобы это продолжалось. Большой привет из Сербии. Поэтому я спросила. Ну вот вы сказали, что гармошка есть, да, дома? Да, что осталось еще? осталась. Мы заглянули в наш музей театральный. Тарелка, Мало кстати, что есть там. Тарелка вот там, Да, чеканная, чеканная. с Это было к ролями, да, юбилею, к 65-летию, по-моему, Да, к это он 65-летию сделал. Вот юбилею. тогда Отец вот сделал были, это вот блюдо тогда и с изображением Бибо, и на все эмали вот это. ее основных, не всех, конечно, но каких-то ее таких знаковых и любимых Знаковые ролей. эти Да. были, да. А что-то из костюма? Вы знаете, дома остался какой-то реквизит, там, пенсне какой-то, вот Так. что-то вот правда. Я Есть. помню, у нас были коробки грима дома, я очень в детстве любила, естественно, туда залазить и этим всем вот баловалась. Пользоваться. Да, что-то вот какие-то вещи оставались. Ну давайте тогда посмотрим сюжет из музея, потом вернемся. Спасибо. Первой остинской актрисой по праву считается Серафима Икаева. В августе исполнилось 110 лет со дня ее рождения. О жизни и творчестве этого великого человека не написано книг и не снято ни одного фильма. Единственное, что осталось, хранится здесь, в маленькой комнате, в Музее театрального искусства.
сожалению, не было в музее сотрудника, который бы прокомментировал их. Вот вы поузнавали? Да, конечно, Да, мы конечно. узнали, да, мы узнали. Какие Там спектакли, вот это две актеры? сестры, она играла старшую. Ага. Старшую. Ханшат, Ханшат она играла. Ханшат она играла. Да, да, они играли, она очень много играла. Правильно вот сказала ее внучка, вот мы как говорили, зарубежная, русская, ну, в то время современная, я имею в виду и Погодин, и Лавренёв, и там, и, значит, и национальная драматургия, она практически, у нее очень большой репертуар был. Она за 35 лет, простите, она сыграла очень... Ну, они играли, много ставили тогда, да. Вот, В театре, да, а в кино? Вот почему-то очень мало ролей было с В ее кино вот участием. они в очень, кино. мне кажется, что не только она обижена вот в этом плане. Вообще ни Каргинову, ни ее, ну вот как-то, не снимали. Ну, вот так посмотришь Не принято эпизод, было. до того обидно мне бывало. Вот она в эпизоде сидит, вот и все. Ну почему? Не вот эта вот такая бытовая актриса была, Василиса Комаева. Вот они их вообще в кино почти не снимали почему-то. Но бывает же так, что актер, он блестяще работает на сцене, но кино не совсем Они его. очень яркие были. Это Вот, не вот этот случай. Каргинова, вот правильно Алла говорит, как Серафима Георгиевна. Их даже в эпизодах смотришь, Да я и ты их видишь, запоминала какие. больше, чем Посмотрите, этих да. главных героинь этих. Нет, они, да. Ну, давайте тогда фрагмент Больше посмотрим. Ну да, конечно. О, кто пришел? Здравствуй, здравствуй. Андрей. Да? А ну посмотри, кто к нам пришел. Очень приятно, очень приятно. Хорошо. Давненько тебя здесь не было. Да, И мама да. обижается, что забыл Что нас. это такое? У вас, у молодежи, все время работа и работа. А кто в гости не ходит, тот людей не любит. Виноват, виноват. Ну что Заходи. ты? Ну ладно. Идите, а я на кухне положусь. Викате симаима каждыштам мирандалине уи мирандалине каждый ашта яваржом Фабрицио. Мама таккану грба сауге кумарба кутту театр мода жаргунтан. Школа яхур куттариттер фадан яфтам хуйфашта театр марба кутту. Ama fşarmı kotton, kudunca hon, varjın da jagı. İşte ni aştol fakasın kudmi, kodak lavarın kudi. Kajge. Ama yamıştan ne venditten, kudam jagın bavnalu. Yarış kolay fiyoğtan, teşkilaş vadanımı meyaftam yerba kuttu. ويتعود يمنى بيرخ يشتر أنا ويرجون خجديش فلا عشت يمنى بيرخ يشتر دي أما يما في شرم كوتون أما من يورشت ياخدك درجاختا بيك شولتان صونة دام موارجش كد شرافي نافتنا فلا كد ميران دالينا أما ينكو جاختين من أفشرم دم كان جاختا Ama kuştam, ama kuşravlıştam. Odnam kulture ministra dersi dişti. Ama spektakl fettuy. Ama spektakle horjachtuy. Faladam ze Fabrizuy varjon zinad. Mirandalinama neifag. Ama salkat merbeg rejissör diş. Ama spektakl faştama furetta. Ama rakutta ştrungba. Vadorta vrışak tiyatr kuştam. Ama razı bas kanam.
Уйнейсі зуры, ажан қалма кәшінір такка мін жағзан ине шарыштай, мәдәді күштай ешін мәзі аварын андыры. Уй мына автаны жақта, фалмын авта бакутта, бек шултан школай квахыр куттай, вадда жырдамы чисы дахам чишгзін ауди, мәжіхын уди. Хой симей башты, да саштылауайнкан, ама хой мақаш. Ама уйфашта авташтан, ами авта бауарштон. Ама дыкка гуалазы джуман одждар перилла дырди. Ама мюбне авта квакота, Фабрицио, وديوج نيسال فقد كود يافته و پری لیشرت وزو گپراکوت دنیا راجما یافته باورشتون اما سپیکتاکل هفتش خورجیش اما شپتی جرده مدرسه دیش اما یکم نارافتش تام قوت درام در یواخم نودی. Хочу вспомнить тот момент, когда был такой случай, я не знаю, рассказывали вам ваши родители, что, значит, вернемся так чуть-чуть в 16 лет, в этот возраст, когда она была на выданье, и Серафиму, ну так вот, постоянно хотели, да, засватать, украсть. И был даже такой вот, мама ее прятала в сундук куда-то, было такое? Я знаю, что у него был какой-то сундук, который был огромного размера, и они его еще, когда переезжали, они его всегда за собой таскали, видимо. Может, это и есть тот легендарный сундук. Да, поклонников по рассказам было много, но она, ну, наверное, по сегодняшним меркам она достаточно рано вышла замуж. 16 лет? Да, ну, мне кажется, даже тогда это было рано. И рано стала мамой, и я знаю... И бабушкой стала и молодой, бабушкой поэтому тоже, да, она, твоя соответственно, сестра была и сказала, молодой. Она и вышла замуж, несмотря ни на что, по большой любви. И, наверное, именно поэтому, когда такая большая любовь встречается с такой сложной профессией, редко когда получается не выбрать или одно, или второе. И да, в итоге так сложилось, что Серафима Георгиевна пожертвовала, можно сказать, своей семейной жизнью, личным счастьем в пользу профессии, которую она тоже очень обожала. Но воспоминания все равно всегда были очень уважительные, очень теплые. И это, ну... Но мама ее была очень против, да? Это было даже вообще в то время было как будто бы это норма стыдно. была. Вот вы сейчас говорите, актрисой. Почему? Актрисой быть? Да. Ну да, это профессия. Да, Полина Султановна звали маму, прабабушка. Она была очень таким... Наверное. Несмотря на то, что семья была в целом такая артистичная, веселая и там звонкая, она была достаточно... Ортодоксальной, да, суровой астинской женщиной. И она, ну, никто не приветствовал выбор. Ну, представьте себе двое детей. Конечно, да, детям на тот момент они были, то есть они были дошкольного возраста. Скучала за детьми. Да, они были дошкольного возраста, папа и Виктор, когда бабуля поступила, поехала в Москву, в ГИТИС. И ну, это было очень непростое для нее решение, и непростое очень время и для детей, и для супруга ее, для дедушки. Ну, это все вспоминалось на самом деле так. Это такие достаточно грустные воспоминания были. Но я думаю, что она, наверное, никогда не пожалела об этом выборе, потому что то удовольствие, которое она получала от игры, от сцены, от пребывания в театре, для нее это была ее жизнь. А это всегда, я же говорю, несмотря на то, что она была замечательной бабушкой, прекрасной мамой для моего папы, да, всегда было понятно, что для нее на первом месте. Вот вы говорили, что любовь к гармошке так прошла через всю ее жизнь, так второстепенным, наверное, каким-то таким вот инструментом. Не главная была сцена. Она была популярна не только как актриса, как гармонистка, самородок. И профессионального не было образования, да, музыкального? Музыкального нет. Не было. Но, тем не менее, с помощью музыки она могла создавать такие музыкально-драматические образы. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали, как Мария Каталиева исполняет песню на музыку Серафимы Экаевой. Внимание.
видно было, что и исполнение, конечно, красиво, и Мария. женщина Серафима очень чувствительная женщина. Но все-таки жизнь Серафимы Икаевой, творческая жизнь, она была красивая, Конечно, насыщенная. она насыщенная была. Не надо впадать в пессимизм, правильно вот говорит ее любимая внучка, да, которая она гуляла, ходила, и еще инсценировки. А инсценировки это, по-моему, многим дедушкам, бабушкам. Вы прямо как будто в наш двор заглянули, когда мы тоже свои внучки, и дедушка сидел и говорил, выступает народная, так, и там все, значит, соседи, дети. Но я хочу сказать, очень насыщенно. Я не знаю, может быть, вот мои коллеги со мной не согласны. Я считаю, что да, вот если так по параметрам брать вот на то время, да, я знаю актрис, и вот Алла, Нелли это не знает, которые вообще как актрисы из их плеяды, ну вот сказать по большому счету, не состоялись. Да. Многие ушли, многие остались в забвении. Вот в театральное забвение, ну что делать? Вот видите, профессия в чем сложная? Тебя не видит, вот есть такая вот, знаете, истина, да? Она не прописная, она вот такая, да, ну неприходящая. Вот не видит тебя режиссер не потому, что там ты бесталанна или там это. Ну, и как-то роли уходят и уходят. А иной раз, может быть, даже и специально, потому что режиссеру тоже, извините меня, не ровень. И поэтому... А я так вот, когда вспоминаю ее, вот если ее посмотреть послужной список, переиграла классику зарубежную, переиграла классическую комедию. Вот Бомарше, Гальдони, Шекспир, «12-я ночь», «Много шума из ничего», можно перечислять. Да? Бердинашвили переиграла, значит, национальную, значит... Астинских драматургов драматурги, видите, писали. Тогда на кого писали, вы думаете? Вот когда сели, Бритаева с Саламовым сели и писали. Газгашка на кого писали? Сейчас не хочу фамилию называть, на ту или другую там актрису. Нет, конечно. Писали на нее. Это конкретно писалось, вы понимаете? Вот, да? А это очень многое значит. Вот такой тандем, конечно. И это роль, которая ее сделала вообще любимицей, я так считаю, на долгий-долгий. И вот по сегодняшний день, если Серафиму Икаеву вспоминают, то вспоминают вот именно все, что связано. Вот это да, вот этот спектакль. А что не так? Калмыкка не видал? Да, ну по-русски, да. Вот. Понимаете, как? Я считаю, что она прожила прекрасную, творческую, хорошую, счастливую жизнь. Она была всегда в этом, как и забыта она не была. Сказать, что она была забыта, нет. Ну вот вы сами говорите, да? И забыта не была. Время просто было другое, понимаете? Поэтому и пленка не фиксировала, правильно вот Алла говорит? Не фиксировала их пленка. А это люди были очень скромные. Если мы взяли какую-то частицу скромности в творчестве, то мы взяли от кого? От них? От них, правильно, от них мы взяли. Понимаете? И если сегодня, ну, мы знаем расхожую фразу, что кратчайший путь к забвению – это скромность. Ну, в творчестве, наверное, да. Я что-то вот по себе тоже начинаю, по своим коллегам судить, что да. Чем ты скромнее, ну, видите, сейчас другие совершенно абсолютно, да, алгоритмы, приоритеты, движения. А ты же смотришь, потому что, ну, ты так воспитан, и уже как? Себя мы никогда не ломали, а себя, например, никогда не ломала. Я какая есть, такая я и остаюсь. Так я и старею, наверное, так и... Понимаете? Спасибо. Как можно со своей совестью идти вразрез, я считаю. Вот. Поэтому я считаю, что Серафима Георгиевна в любви, внучке, прекрасный сын, талантливейший. А Губе был талантливейший художник. То, что он делал на металле, это вообще это потрясающе. А какие внучки? Вот, понимаете, тоже? Ну, тоже талантливый по-своему. Конечно, талантливый по-своему. Перед началом нашего эфира с Аллой Гагузовной мы разговаривали, говорили о том, что вот мы нашли архивные кадры, и Алла мне говорит, что, ну, наверное, те, где были ландыши. Я говорю, там не было ландышей, мы даже поспорили. Ну да. В итоге ландыши там есть? Есть, нарисованы они. Это потом, когда закончилась передача, я ее смотрела, эту передачу, он преподнес ей букет ландышей. А, еще и букет был. Да, это я хорошо помню. Ну и в декорациях. И она так, это мои любимые цветы, сказала она. И я, говорит, это знал, и я вам вот дарю ландыши. Володя
преподнес ей ландыш. Это я хорошо помню. Но тогда я предлагаю еще насладиться игрой Серафимы Икаевой. Давайте еще фрагментик посмотрим и потом продолжим. Ну вот те самые ландыши, да? Декорация. 35 лет, если она проработала как следует, насыщенно, я считаю, что она была счастливая актриса. Я так считаю. Да, так вот я и говорю, вот что она оставила такой след. Она, вот как бывает, вот так пролетела вот так вот. Но актерская жизнь – это миг. Понимаете? Но если ее прожить бы мне ее так, как она ее прожила, эту актерскую жизнь. Складная такая, вот правильно она сказала, маленькая, складная женщина была. Вот женственность, конечно, И ее очень не покидала, позитивная. по-моему, вот когда даже мы к ней пришли вот тогда. Я не знаю, что ей было, 75 ей было или что, я не помню. Но она сама открыла дверь, никого, а Губе был дома, он зашел в другую комнату, поздоровался с нами, и извинился, и зашел. Ну, у нас вот гурьба пришла, в основном женщины тогда, вот мы пришли, не помню, с чем это, или 8 марта. Тогда все-таки это было поставлено, вот, и ходили мы, а мы с удовольствием, да, с удовольствием, все. И вот я помню, что какие-то весенние цветы, по-моему, это, наверное, март был все-таки. Вот. Она начала суетиться, и, значит, зайки говорила, холодильник да шарсыбата, что я масурта, чайник швар. Я ехал, мы там еще то куркурка, ну, и так улыбаясь, смеясь. И столько, вот правильно говорят, столько тепла, столько обаяния. Вот это ее не покидало. Мне кажется, ее до конца, наверное, это не покидало. Да, она всегда. Да. Очень теплая, очень обволакивающая. Очень И талантливая. походу тебя спросит, Саул, кушаешь, Саул, каждый раз. Ну, роли все время были тогда. Кошмар, молодец, молодец. Кушка, кукушка, кушка. Семья – это очень хорошо. Но работа – это работа. Это вот Работа на первом месте. Работа – это работа. Вы знаете как? Вот эта востребованность. Вот тогда я не понимала этого. Мы же не понимали. Ну, их проводили. Мы как-то потом мы стали слышать, что вот отголоски. Как? 61 год проводить? Каргинова старше чуть была. Ей было без малого 70, 66 или 69 ей было. И я видела, когда я с театра шла обычно с Юрием Николаевичем уже домой, вот через него, через мост, и по проспекту Каргинова всегда с собакой сидела на Джанаева, вот на бульваре, прямо на первой скамейке. Вот как сейчас Булик сидит только на Куйбышева, на первой скамейке, Газданов, но он весь в ореоле и все прочее, как бы вот. Ну да. Она, вот, пожалуйста, по-астински, вот, чуть не сказала бы, ну, уважаемая, я не против, он заслужил все это. Я к чему говорю? А вот они, да, и Каргинова сидела, и как же ее собаку звали, бульдог у нее был. И она такая была старик. И мне Юра говорил, слушай, а она ведь вот, я говорю, а маме тогда и его было 60 с чем-то лет. И он говорил, а ты знаешь, она мамина ровесница. Ну, ровесница была Серафима мамина. Вот 9-го года она. Да. Вот так вот. Тамара, вы до этого сказали, что Серафима Икаева настолько была позитивным человеком, очень. положительным Я ее человеком. такой вот видела Да, в театре. Да, вы об этом говорите. Ну как, я не говорю, что я ее часто видела. Часто ее видела, когда она вот сцену речь у меня вела. Вот мы речь художественная, вернее, слово мы с ней занимались, да. И нашу беседу надо завершить тоже так вот в позитивном русле. Конечно, зачем за упокой? Это, Так я же вам сказала, эту яркую жизнь, да, комета прожить это была, актрисе. фейерверк. Она приходила, Балаев-то это, вот она, Балаев работал. Вот вы сказали очень так тепло, не позитивно, положительно. И немножечко мы так подробно не сказали о том, что она все-таки писала музыку тоже. И эту музыку сегодня исполняют гармонисты. И я предлагаю вот на этой позитивной такой красивой ноте завершить нашу беседу. Вас благодарю всех за ваши такие теплые, красивые истории, за вашу память, за то, что вы передаете ее нам, зрителям. Спасибо вам большое. Но я приглашаю на сцену Альберта Валиева.